Так, меня уже сегодня представили, меня зовут Роман, но, правда, меня представили чуть лучше, чем есть, я на самом деле не ученый, я просто исследую тему информационных войн и пропаганды. В отличие от Никиты, да, я не являюсь представителем... В журналах это называется независимый исследователь. Да, независимый исследователь, сойдемся на этом. Итак, сегодня мы с вами поговорим про пропаганду, про информационные войны. Я расскажу, чем отличается пропаганда от непропаганды, где начинается, где заканчивается пропаганда, и те когнитивные ошибки нашего мозга, которые позволяют пропагандистам, собственно, зарабатывать себе на жизнь и пропагандировать те или иные вещи. Вообще, актуальность данной темы с каждым годом, с каждым десятилетием в мире растет, просто потому что данные за 2020 год, что каждый час в сети YouTube выкладывается 500 часов видео. То есть, даже если учесть, что примерно 99% этого времени это бесполезное видео, тем не менее, мы можем видеть картину, что каждую секунду времени мы, как человечество, производим информацию, что один человек всю эту информацию никогда не сможет изучить и принять. Поэтому среди тех людей, кто эту информацию производит, существует конкуренция. И также те, кто воспроизводит эту информацию, они, соответственно, борются с другими за наши головы, за наши просмотры, за наши голоса, за наше здоровье и за то, чтобы мы верили или не верили им. Вообще, если мы говорим про человеческий мозг и когнитивные ошибки, нам всегда кажется, что наш мозг – это венец творения эволюции, он идеален, он прекрасен, он может все, в нем все структурировано, все отделы мозга отвечают за свои функции, у нас есть огромное количество литературы, мы все знаем, но в реальности наш мозг больше похож на вот эту картинку из мультика, и порой даже подобные образы всплывают в литературе по тайм-менеджменту. Например, есть серия книг про менеджмент, там буквально на простых примерах объясняют, что наш мозг – это вот такая вот обезьянка, которая ничего не хочет, она хочет только бананы, и тем самым она откладывает сроки, срывает проекты и так далее. Поэтому мы сегодня этой темы тоже коснемся. Но перед тем, как мы будем говорить про когнитивные ошибки, мы давайте сначала определимся с понятиями, что такое вообще пропаганда и что мы будем сегодня с вами здесь понимать под этим термином. Вообще, если зайти в Google, Яндекс или любой поисковик и набрать, что такое пропаганда, там, как правило, сначала появится реклама группы пропаганда, которую там в начале 2000-х пели. Но если мы немножко покопаемся, то будет много определений, и они все разные. То есть, если прочитать, там где-то 2 строчки, где-то там полабзаца, они о разном, но суть их в следующем всегда. Это некая деятельность целенаправленная, как правило, по внедрению каких-то идей, если чуть более образно, то есть целенаправленное и организованное воздействие на людей с целью составить определенное общественное мнение или побудить к определенному действию. То есть, это такое общее, обобщенное определение пропаганды, и в ней есть смысл, потому что пропаганда – это всегда или почти всегда про какое-то действие. Или даже если этого призыва к действию нет, то пропаганда – это часто подготавливает людей к какому-то действию. То есть вот здесь на примере мы видим пропагандистский плакат, который призывал жителей Советского Союза вступать в ряды Красной Армии и бороться. То есть мы сейчас говорим о пропаганде как о явлении, без эмоциональной коннотации. То есть это тоже и имеет место быть, что мы под пропагандой часто понимаем, что такое плохое, негативное, которое нужно запретить, но на самом деле пропаганда – это просто процесс, когда некие группы лиц информацию распространяют через какие-то средства коммуникации, через средства воздействия на других людей. Поэтому данный пример не может быть негативно интерпретирован.
Вообще, если мы говорим про пропаганду, надо всегда понимать, что это всегда какие-то акции. Если переводить на современный язык, это проект. То есть каждый, условно говоря, каждое явление пропаганды – это свой проект. То есть будь это какой-то фильм или распространение какой-то идеи через интернет, газеты, листовки. То есть у него всегда есть некий набор характеристик. О нем мы в следующем слайде. Пока еще стоит поговорить о том, как воздействует через года та или иная пропаганда. То есть здесь представлена картина, как Александр Невский со своим воинством, своей дружиной побеждает тевтонцев, и все мы знаем, что бедные тевтонцы под тяжестью своих лап провалились под лед Ладожского озера, и все там умерли. Но на самом деле это образ, который был сформирован одним фильмом в начале, в середине прошлого века, созданный Сергеем Эйзенштейном. Современные исследования показывают, что битва была, Александр Невский со своей дружиной действительно сражался, у него была стычка с таким же отрядом тевтонцев. Это было не на льду Чудского озера, это было весной, когда уже весь снег растаял, они просто сошлись в поле. Александр Невский имел численное преимущество, он победил, разбил тевтонский отряд и дальше поехал по своим делам. Но, тем не менее, если у нас уже есть образ, который был внедрен в головы через фильм, а фильм – это довольно сильное средство воздействия, то уже и в учебниках по истории все эти образы присутствуют. И что говорить про то, что если мы сейчас спросим 10 человек на улице, что случилось с тевтонцами, 10 человек скажут, что они провалились под лед. Теперь давайте поговорим про критерии, что мы будем сегодня считать, точнее, что я предлагаю вариант, что является характеристиками пропаганды. Это в первую очередь наличие некого заказчика. То есть по заказчику мы имеем в виду просто человека, заинтересованного в чем-то. То есть это может быть политические деятели, это может быть корпорация, это может быть какое-то сообщество людей. Все что угодно, главное, чтобы был человек или группа лиц, которые дают заказ. Второе – это наличие цели сформировать или изменить общественное мнение или побудить действие. Это как раз то, что мы только что, то, что я говорил про определение. Обязательно наличие цели, то есть просто деятельность по распространению какой-то информации, которая между собой не состыковывается, или когда мы просто видим, например, группу ВКонтакте, где есть название определенное, но содержание не соответствует, то мы не можем эту группу считать средством пропаганды. Третий обязательный пункт – это наличие объекта воздействия. То есть это обязательно такая акция должна быть направлена на конкретных людей, будь то община, будь то там население города, республики, определенной страны, определенный этнос, любитель определенного футбольного клуба, то есть узконаправленное воздействие. Четвертое, наличие бюджета здесь поднимается как финансово, так и в принципе бюджет как бюджет ресурсов, то есть это свободное время. Чтобы заниматься пропагандой, как минимум нужно свободное время, если у нас даже нет денег. Наличие срока, говорит, это значит, что у каждого проекта акции пропаганды всегда есть сроки. То есть мы вот здесь начинаем, здесь заканчиваем. Это всегда так. Я потом, например, вам покажу, почему это действительно так. То есть нам иногда может казаться, что у некоторой пропаганды нет сроков. То есть это просто когда мы видим результат и путаем, точнее не знаем о том, что, например, если мы видим человека, который идет по улице в футболке со свастикой, к примеру, мы не можем сказать, что в данный момент Третий Рейх продолжает пропаганду нацизма. Нет, ни в коем случае, потому что человек, он где-то увидел, агитационный материал и воспринял эту идею, но само наличие вот этой, условно, свастики, там, любого другого символа не является, собственно, этой пропагандой, это результат. Наличие инструментов, я уже 7 пункт обозначил, что наличие результата и наличие инструментов, то есть когда мы говорим про особенно современную пропаганду, мы всегда должны понимать, что это
во-первых, там соцсети, это там радио, это какие-то контекстная реклама, YouTube, определенные блоги и прочее. То есть, когда люди, планирующие ту или иную пропагандистскую акцию, они всегда понимают, на кого они будут воздействовать и как, и через какой канал информации. Вот давайте сейчас немножко для примера. Эта фотография сделана в Цхинвале в августе 2008 года, когда там проходили боевые действия между грузинской армией и российской армией. Данная фотография была сделана, по-моему, 9 числа, то есть на следующий день после начала боевых действий, и была опубликована, соответственно, также 9 числа. То есть сама по себе фотография, она не может являться, сама по себе фотография — это просто фотография. Но то, что с помощью нее можно сделать, есть на самом деле конкретно по этой фотографии практически 100% доказать, что конкретно эта фотография — это фейковая фотография. Но сейчас об этом мы не будем говорить, потому что по большому счету без разницы. Если мы сейчас здесь под этой фотографией пишем, что бедная грузинская женщина там в каком-нибудь поселке грузинском страдает от артиллерийского обстрела российской армии, у нас создастся агитационный материал пропагандистский, который будет своей целью иметь опорочить действия Российской Федерации. Также, если мы под этой фотографией пишем, что это бедная осетинка, которая страдает от действий Грузии. Соответственно, у нас будет абсолютно противоположный эффект, но то есть тут как бы пример того, как один и тот же объект, то есть сам по себе не является пропагандой, может быть использован в тех или иных целях. Вот я вам показываю. Это журнал Шарли Эбдо, который пострадал от действий радикальных исламистов, запрещенной на территории Российской Федерации деятельности, запрещенной Российской, исламское государство, запрещенное Российской Федерации, после которых эти люди, они напали на издательство и убили там несколько человек. То есть сам по себе материал, он не имел целью изменить их мировоззрение. То есть это сатирический журнал, который просто издается, им нравится злить людей, им нравится высмеивать какие-то вещи, но так или иначе этот объект стал причиной, эта картинка, ну и еще ряд других стали причиной того, что кто-то решил, что таким людям не стоит жить. То есть, когда мы говорим про пропаганду — это воздействие одного или там, группы лиц, то есть субъекта, на какой-то объект с целью общественного мнения поменять. Когда мы говорим про информационную войну, мы должны понимать, что это взаимодействие двух, трех и более пропаганд, то есть двух, трех и более субъектов, которые воздействуют на один и тот же объект с целью переманить его на ту или иную сторону. То есть вот как я уже показывал пример до этого, то есть если мы берем, и у нас есть война в Северной Осетии, то мы берем одну сторону, убеждаем, точнее, одних и тех же людей убеждаем, что это были грузины, которые злые напали на осетин, другая сторона будет говорить о том, что это злые русские напали на бедных осетин и на грузин. И исходя из данных определений, то есть я солидарен со многими исследователями, которые об этом пишут, что пропаганда и реклама — это не разные объекты и не родственные. Это одно и то же явление. Просто так сложилось исторически, что под пропагандой в современном мире воспринимаются именно более политические акции. Под рекламой, обычные коммерческие истории. Но если залезть в суть этих явлений, то они будут одними и теми же. И если даже почитать специалистов по рекламе, которые писали книги в 20-х, 30-х, особенно 30-е годы, они открытым текстом пишут, что пропагандисты, которых там сейчас развелось очень много, они так пишут, они просто брали наши инструменты, которые мы использовали для продвижения каких-то коммерческих вещей, они тоже решили это сделать и просто брали наши инструменты. Хотя сейчас, например, очень, не знаю, как часто или не часто, но есть мнение, что, например,
современные маркетологи и рекламщики, они используют наработки нацистов. Ну, например, там, Геббельса и его вот этого министерства. Ну, а если изучить историю, то это тогда Геббельс использовал приемы рекламщиков американских 20-х годов, и это вот все вот это вот так вот крутится вместе с собой. Вот пример одной рекламы, точнее одной такой тренда, например, зубной пасты. В каждой рекламе, которая рекламирует какую-то зубную пасту, всегда человек выливает из тюбика просто там, я не знаю, целую сардельку этой зубной пасты, хотя, ну, в реальности, я думаю, многие знают, что достаточно буквально там горошек. Но почему это делается? Потому что, когда мы видим эту рекламу с детства, у нас формируется образ, как нам надо пользоваться зубной пастой. И мы начинаем больше из тюбика на щетку выдавливать. У этого посыла есть одна простая цель – увеличить продажи зубной пасты. Все очень просто. И если мы, например, будем с этой позиции смотреть на рекламу, то очень много интересного. Также это про обязательно 2 подушечки каких-нибудь жвачек. Там. Даже есть такой среди детей: давай как в рекламе, 2, что ты мне одну даешь. И, в принципе, с терминологией мы определились. То есть сегодня, когда я буду говорить про пропаганду, я буду одновременно говорить и про рекламу. И когда я буду говорить про пропаганду, я, соответственно, буду использовать ту терминологию, которую я только что привел. Уверен, что многие из вас со мной готовы поспорить. Я готов. Мы в конце моего выступления сможем это сделать. Теперь давайте перейдем ко второй части, которая, наверное, более интересна и важна в контексте сегодняшнего выступления. Это почему вообще это работает. Вообще, если говорить про информацию и взаимодействие человека с информацией, нужно разделить в первую очередь на информацию, которую человек воспринимает, и она для него новая. То есть, когда человек ничего не знает, например, про какой-то объект и изучает эту информацию. И второй момент, когда у человека уже есть какая-то информация или какие-то устоявшиеся мнения о чем-нибудь, и он изучает информацию, которая противоречит. Но что тут у человека есть на то и на другое разные инструменты обработки такой информации. Когда мы говорим про обычное восприятие информации, то, как правило, я сегодня не смогу вообще обо всех когнитивных искажениях сказать, я расскажу только об основных. Есть даже в интернете лекция Александра Панчина, который целый час рассказывает про когнитивное искажение. Ну, он там начинает с самых простых, когда мы, там, допустим, есть картинки в интернете, где есть лист, сверху и снизу круг, сверху он светло-серый, снизу темно-серый. На самом деле это один и тот же цвет, просто благодаря дизайнерским ходам и определенным вещам, я сейчас не смогу сказать, на самом деле мы просто можем обманывать человека просто визуально. То же самое про остальные информации. Я сегодня говорю про немножко более глобальные вещи. Когнитивный диссонанс. Что это такое и как это работает? Впервые об этом явлении заговорил американский исследователь Леон Фестингер в середине прошлого века. Он заметил, что человек, когда сталкивается с информацией, которая, с такой информацией, с которой он не знает, что делать, или попадает в ситуацию, когда у него нет готового решения, готового ответа. И в этот момент человек напрягается, потому что он, когда человек не знает, что ему делать, ему приходится этот ответ, это решение придумывать. Это работа мозга. Работа мозга – это трудозатратно, человек не любит это делать, и мозг тоже не любит это делать. Поэтому мозг придумывает разные простые решения. И в рамках изучения вот этого явления Леон Фестингер выяснил, что есть 2 закона когнитивного диссонанса. Первый закон гласит о том, что человек всегда должен найти решение когнитивного диссонанса.
То есть человек не может находиться в состоянии или не может долго находиться в состоянии вот этого стресса. Когда человек не знает, что ему делать, это стресс. Для мозга, для организма это стресс. И человек всегда находит решение просто, чтобы снизить уровень стресса. И второй вывод, второй закон, человек никогда не будет или будет стремиться никогда не попадать обратно в эту ситуацию. Таким образом, из этого можно сделать вывод, что, ну и, например, это было показано, что когда у человека есть простое решение или вообще хоть какое-то решение, то человек его выберет. И об этом знают многие, об этом знают практически все, кто так или иначе занимается информационной борьбой. На примере это можно проиллюстрировать, когда у нас появляется какой-нибудь, например, «Зимняя вишня», когда у нас сгорел кинотеатр в торговом центре, какой-то город был, Кемерово, да, точно. То есть, это событие, которое не происходит никак, с человеком каждый день. То есть он не знает, что на него, как реагировать. И, соответственно, у человека в первую очередь задает вопрос, как так произошло, почему это произошло. То же самое, когда у нас, например, был взрыв газа на улице Удмуртской. То есть первый раз, почему это произошло. И тут появляется огромное количество людей, которые начинают объяснять, почему это произошло. Теракты, подстава, там, случайности люди не верят, то есть это обязательно теракты, это спланированная акция, это там что-то еще. От таксиста я слышал про взрыв на Удмуртской, что это был специально подстроенный план, чтобы отвлечь людей от какого-то другого там события. То есть и таких теорий даже вот в рамках одного маленького события может быть много. И когда человек читает в соцсетях или в интернете, в любой другом месте об этом, то есть в случайности люди не верят, а обязательно должен быть кто-то виноват. Соответственно, они пишут, что вот виноват тот человек, все. Теория заговора начинает подтверждать, в теорию заговора начинают верить люди, и в эту теорию заговора появляется огромное количество последователей. То же самое произошло с терактом 11 сентября в США, когда было официально объявлено, что башни упали, потому что пожар нагрел опоры, и то есть выкладки все показали, люди сказали нет. Там были бомбы, там же вот нам показали, что вот это все бомбы. То есть у нас есть два варианта событий, и человек верит в то, что проще объяснить ему самому. То есть то, что у него уже есть в голове, во что ему легко поверить, да? Об этом я скажу чуть позже. Это немножко другой эффект, он связан тоже с когнитивным диссонансом, но у него там есть свое название. Когда мы видим на экране красивого, как нам кажется, умного, образованного человека или человека, которому мы привыкли доверять, который для нас является авторитетом, то все, что он говорит, нам априори мы в это априори более верим. То есть если мы, об этом тоже я думаю, что нет смысла затрачивать на это внимание. Все мы знаем, почему, например, в рекламах используют знаменитых людей, политики, знаменитые люди в политике, зачем нужны и так далее. И самое интересное, буквально недавно я узнал, в мае этого года проведено было исследование, которое просто подтвердило фактически это исследование, тут я не стал переводить. В общем, психологи провели следующий эксперимент. Они взяли 4 человек, мужчин, 2 из них были красивыми, объективно красивыми, а 2 были обычными, такими средними. Они играли роль брокеров финансовых, то есть они людям рассказывали о том, куда надо ставить, куда надо вкладывать, чтобы заработать. И по дизайну эксперимента один из этих 2 людей был успешным, то есть он делал так, как надо, и, соответственно, те люди, которые делали с ним, они зарабатывали. Это был типа деловой игры. А второй, он, соответственно, делал всегда плохие шаги. И потом начали результаты подводить итоги этого эксперимента. Выяснилось, что у красивых людей, даже если люди проигрывали деньги,
они все равно продолжали работать с ним и придумывали какие-то разные непонятные отмазки, что ну ладно, это сейчас он неудачно что-то сделал, но он же в любом случае завтра нам поможет выиграть денег. И прочее отмазки. То есть это на статистике показали, что когда человек физически красив, ему верят больше просто потому, что он физически красив. Потому что люди так воспринимают людей. Третий, post hoc ergo propter hoc. После не значит вследствие. Когнитивная ошибка, которой подвержены люди, которые видят какие-то события последовательные в реальной жизни, и раз они видят, что они происходят друг с другом, соответственно, они начинают придумывать между ними причинно-следственные связи. Например, на этой когнитивной ошибке построены все теории заговора, которые говорят о том, что смотрите, вот сегодня произошло это, а вот месяц назад вот такой человек говорил вот что-то подобное, а значит он по-любому связан с этим событием, и значит, вот смотрите, мы нашли причину. Очень легко подобными вещами манипулировать, потому что это заложено в нашей голове когнитивная ошибка, которой можно противостоять, только применяя принципы формальной логики. И об этом я тоже скажу чуть позже. Но почему это происходит? Потому что это сложнее, чем просто поверить в какую-то красивую легенду. Теперь давайте перейдем к моменту, когда человек уже имеет какую-то сформированную позицию о чем-то, о каком-то явлении или событии, или у него просто есть жизненный опыт, и к нему приходит человек, или он читает текст, или видит видео, где оспаривается его точка зрения. И несколько лет назад были проведены исследования, которые выявили эффект, который они назвали эффект обратного действия. В чем он заключается? Когда у человека есть сформированная позиция, и вы начинаете его переубеждать, то в большинстве случаев этот человек начинает в свою позицию верить еще больше. То есть он воспринимает вашу критику или критику любого другого человека как подтверждение своей правоты. Тоже был эксперимент, и сейчас я расскажу. Набрали две группы испытуемых, и одной группе дали текст, в котором содержалась правда про теракт 11 сентября, про то, что при вторжении американцев в Ирак там не было найдено химического оружия. То есть это правда. И второй группе дали текст, где был тот же самый текст, но в конце была сноска, не сноска, а абзац, который говорит о том, что на самом деле вот все, что было написано выше, это неправда. То есть на самом деле там его не было. Точнее, в первом тексте говорилось то, что не было, потом говорилось о том, что это неправда. И после этого начали проводить анкетирование и спрашивать людей, что они об этом думают, то есть как-то у них, было ли у них мнение до и как оно изменилось после. И в первом случае, когда в тексте не было опровержения, люди, у них изначально была позиция определенная, она, в общем-то, статистически никак не изменилась. Люди как не верили, так и не стали верить. Как верили, так и продолжили верить. А во втором случае появился интересный результат, что люди, которые были убеждены в том, что там действительно оружие есть, они в тестах показали результат, что они стали еще больше в это верить. Не прям, то есть там, я сейчас не буду прям детально этот тест описывать, но, в общем, результаты показали то, что мнение людей более поляризовалось. То есть те, кто верили, стали верить больше, те, кто не верили, те сказали, да, мы же знали, что это не так. И этот эффект назвали эффект обратного действия. Но, что самое интересное, после этого проводили еще исследования. И людей в момент, когда им предоставляли информацию, которая противоречит их мнению, их засовывали в томограф и смотрели, какие отделы мозга у них в этот момент активируются. И пришли к интересному выводу, что
когда мы получаем информацию, которая противоречит нашей текущей, у нас активируются те же зоны головного мозга, которые активируются, когда нам угрожает физическая опасность. И это интересно, потому что после этого тоже начали обрабатывать информацию, в результате выяснилось так, что когда человек начинает во что-то верить, он просто встраивает вот эту информацию в свою картину мира и начинает ее буквально с собой отождествлять. То есть, когда он во что-то верит, например, это очень явно видно на фанатах каких-то футбольных клубов. Если человек изначально любит клуб «Спартак», то он любые комментарии о том, что, например, ЦСКА лучше, он воспринимает буквально физической агрессией. И стычки фанатов это только подтверждают. Таким образом, можно сказать, что эффект обратного действия – это тот инструмент, точнее не инструмент, а тот наш баг, который позволяет людям, которым уже какая-то информация была внедрена, отстаивать это убеждение. Это как раз на примере, Никита проводил пример о том, что если есть люди-фанатики, то их переубеждать – это сталкиваться вот с этим эффектом. То есть у них всегда будет, что вам ответить. И грамотные пропагандисты, они знают об этом, и они, соответственно, когда начинают вербовать себе адептов, они сразу им предоставляют аргументацию. То есть у любого религиозного, человека религиозного всегда есть набор контраргументов. У любого человека, который придерживается той или иной политической точки зрения, у него всегда есть набор аргументов за свою сторону, ему уже этот набор сказали, ему вот уже об этом написали, и он просто запомнил. И очень интересно, я в свое время часто этим занимался, я спорил с людьми определенного политического направленности, и я буквально на статистике показал, что у них они отвечают буквально одинаковый шаблон, как будто им просто дали текст, они просто оттуда вытягивают эти слова. И очень было забавно доходить до конца этих текстов, когда у них уже заканчивались аргументы, и тогда они начинали злиться, впадать в агрессию, обвинять меня в чем обычно обвиняют в интернетах. Их же еще сопровождают, то, что с вами будут спорить. Их тоже это уже продвинуто, да, наверное. Безусловно, такое есть. И это еще можно, например, в каких-то маленьких религиозных общинах тоже посмотреть. Секты там всякие. Да, родные вас не поймут, вы имеете в виду, вот это вы говорите. Вот. Следующий момент – это обывательский опыт. Или когда человек просто говорит о том, что ты меня пытаешься обмануть, я же все вижу, вот же 2 плюс 2, все понятно. Смешно, но когда заходят споры с плоскоземельщиками, аргумент «я так вижу», вот она же плоская, это не про, это вот нам смешно, а для них это серьезный аргумент их правоты. То есть они видят, что Земля плоская, значит она такая и есть. В обычной жизни это тоже иногда в каких-то моментах проявляется. И люди вообще склонны к тому, мы все склонны к тому, чтобы мир делить на черно и белое и на своих чужих. И на этом тоже очень часто играют. Данная картинка очень часто ходит в интернетах, что одно и то же, но эти наши храбрые герои, а те это их жестокие захватчики. Таким образом, фактически, если посмотреть на это со стороны, то мы видим просто как например, одинаковые страны с одинаковыми людьми, с одинаковым практически языком, начинают в какой-то момент, буквально по щелчку пальца, с пеной рта доказывать, что мы лучше, а вы нет. В принципе, это свойственно людям, и людям также свойственно делиться на какие-то группы. Группы по интересам, группы по национальному признаку, по религиозному признаку. И все это так или иначе приводит к тому, что есть такие люди, как социологи, они выясняют эти группы и понимают, что этим надо подавать информацию вот так, этим вот так, а этим вот так. То есть, понимая и зная это, то есть тоже можно следить, как именно вас пытаются в чем-то убедить. Но на самом деле мы все знаем, что люди делятся только на 2 типа.
все остальное это уже приходящее. И закономерный вопрос. То есть, как этому противостоять? Ну да, как я уже сказал, абсолютно все когнитивные искажения мы сегодня с вами физически не сможем разобрать, но это основные, которые очень явно проявлены в нашем мире. Противостоять очень просто. Казалось бы, сказал я, но знаю, что это на самом деле не так. Самый простой способ — это просто знать методы, инструменты. То есть, например, вот я сейчас вам немножко об этом рассказал, я думаю, что многие из вас так примерно знали. Ну и в целом понимать, что в любой момент времени, читая любой пост, смотря любую передачу, там может быть что-то, что вам не понравится. То есть, если мы знаем, что нас пытаются обмануть и как это работает, нас обмануть сложнее. Ну и в целом, если мы всесторонне развиваемся, изучаем какую-то информацию и не просто изучаем по каким-то отдельным источникам, анализируем ее и пытаемся сравнивать с той информацией, которую подают с другой позиции, то есть мы проводим анализ. Изучение логики, как формальной, так и диалектической, изучение принципа риторики, как вообще в споре можно человека в чем-то убедить, это тоже очень сильно помогает обезопасить себя, потому что ограничения, мы бы все, наверное, хотели, чтобы всех этих пропагандистов запретили, но этого никогда не будет, поэтому дело рук покупающих наше дело. И немножко про факт-чекинг, буквально там в пару слов. То есть, когда вы что-то читаете, изучаете, вам всегда надо проверять это. Просто это должно быть главным правилом, как чистить зубы по утрам. То есть, если мы видим цитату, то мы должны проверять, была ли эта цитата сказана этим человеком, была ли она вообще сказана хоть когда-нибудь, вообще была ли она вообще. Потому что, как мы знаем, что главная проблема цитат в интернете в том, что люди сразу верят в их подлинность. Об этом сказал еще Ленин. И в конце, немножко разбавить все это, я расскажу одну историю из личного опыта. Я часто занимаюсь факт-чекингом, беру какую-нибудь историю и начинаю проверять вообще, правда это, неправда. И в какой-то момент у меня выработался список пунктов, когда я просто смотрю на новости и понимаю, что фейк это или не фейк. То есть это, например, какой-то броский заголовок, это какая-нибудь фотография непонятного происхождения, это нахождение данной новости на сайте, который там, с непонятным названием. И вот, однажды я ехал в автобусе на работу, листал свою ленту ВКонтакте и наткнулся на вот эту фотографию, и под ней был пост о том, что если вы видите вот такое на своих бананах, то этот банан, скорее всего, станет последним в вашей жизни. Потому что это не просто плесень, это кладка яиц бананового паука, который очень опасен и убивает людей. Буквально там как черная вдова или даже более опасен. И по всем формальным признакам этот текст, этот пост был фейковым. И я уже собрался писать комментарий этой своей знакомой, которая запустила себе, сказать о том, что она не права. Но в какой-то момент я подумал, так, окей, давай проверим на всякий случай. И вечером после работы я начал изучать этот вопрос. В итоге выяснилось довольно интересно, что на самом деле банановые пауки действительно существуют. Но это не настоящее их название, это их так называют. Вообще называют два вида пауков банановыми, но мы тут говорим про одного. Его настоящее название это паук-солдат, потому что он бегает, и когда на него нападают, он встает на задние лапки и пытается отбиться. Очень забавно это выглядит. Эти пауки не плетут паутины в традиционном понимании. То есть они охотятся, бегая и кусая людей, свою добычу. Они действительно ядовиты. Я даже нашел статистику о том, что за всю историю наблюдений погибло от укусов этих пауков 14 человек. Но в основном это были дети или старики, или больные. И эти пауки действительно обитают на территории Центральной Америки, которая является поставщиком значительного числа бананов по всему миру. Я подумал, что интересно, видимо, в этом что-то есть. И начал изучать дальше и выяснил, что эти пауки действительно откладывают яйца, заматывают их в паутину и прикрепляют к чему-нибудь, а потом самка обороняет эту кладку.
И там же было написано о том, что они действительно иногда поедают бананы и залазят в дома людей. И, соответственно, у меня появилась гипотеза, что это, в принципе, теория вероятна, что такое может быть, потому что человек, он мог залезть на какой-нибудь склад, оставить паутину, прилепив к банану, он же не понимает, паук, что это стена или банан. И я решил, что окей, фотография, возможно, не фейковая, и начал изучать. В итоге выяснилось, что эта фотография действительно не фейковая. Было как минимум 3 случая в Британии, когда действительно люди покупали бананы, там были вот эти вот яйца, в каком-то пакете был целый паук, но он уже был обессилен из-за долгого переезда. Так или иначе, сама новость оказалась не фейковой, но люди, которые перепостили эту новость, они ее снабдили каким-то устрашающим заголовком, каким-то непонятным текстом, что сейчас весь мир заполнен этими пауками, и все мы умрем, потому что они нас всех покусают. Но на самом деле это не так. И это поучительная история о том, что даже информация, которая с первого взгляда кажется фейковой, может оказаться правдой. А информация, которая кажется, что фейковая, она неправда, она может оказаться фейковой. Поэтому очень важно всегда в каждый момент времени подходить к этому осознанно. И самый простой способ, как вообще не подвергаться этому воздействию, это ограничить поступление информации к вам. Или в тот момент, когда вы понимаете, что у вас что-то вызывает эмоции, вас начинает это напрягать, просто оставить это и больше к этому не подходить. По личному опыту скажу, что это работает просто отлично. Я буквально в этом году очень сильно ограничил себя от воздействия информации там, из ВКонтакте и прочих, и моя жизнь стала значительно менее напряженной, в плане, потому что часто читаешь новости, у тебя создается плохое настроение, когда ты их не читаешь, но у тебя остается хорошее. Так или иначе, все. Я на этом свое выступление заканчиваю. Благодарю за внимание. Если есть какие-то вопросы, я готов ответить. Возможно, кто-то не согласен с моим определением пропаганды. Давайте поспорим. В чем отличие пропаганды и агитации? Ничего. Это опять же, тут вопрос терминологический. То есть агитация это просто проявление. То есть это то есть активная условно пропаганда. То есть мы можем же заниматься пропагандой, например, исподволь. То есть внедрять какие-то идеи в фильмы, писать тексты, которые не будут к чему-то сразу призывать, а просто будут подготавливать человека к чему-то. Агитация это прям вот голосуй, там вот Родина мать зовет, это агитация. Но это как часть пропаганды, это просто активная ее фаза. Да? Нам не нужно это все, вот это вот, нам не нужно как бы эволюционно поддаваться пропаганде, чтобы как-то объединяться вокруг каких-то мифов. Может быть, все нам как бы необходимо, чтобы как-то объединиться вокруг какого-нибудь братского мифа, хотя бы вместе так быть, и всем остальным, если с которыми к нам прибавят, давайте не Я вопрос понял. Ну, в целом, сам факт того, что у нас в нашей мозге, у нашего мозга есть такие особенности, и мы как вид до сих пор живем, это подтверждает то, что это как минимум нам не мешает. То есть, да, действительно, в какой-то момент времени, возможно, там какие-то группы людей начали спорить друг с другом вокруг там каком-то вопросе и умерли. А те, которые объединились в какой-то идее, о том, что там дед сказал, так надо, и мы так делаем, то это позволило им выжить. То, ну да, безусловно. Можно я еще, да, я закончу. Безусловно, на каком-то этапе эволюции человека это было полезно. Так же, как если мы говорим про эволюцию одного человека. То есть, когда он ребенок, безусловно, ему некоторые вещи должны постулироваться, просто потому что, ну, так надо. Ему не надо засовывать пальцы в розетку. Мы можем, конечно, ему объяснить, но вряд ли поймет. Поэтому на каком-то этапе развития человека какие-то идеи постулируются, он в них верит, вокруг него объединяется. То же самое с обществом, в принципе, тоже может быть. На каком-то этапе это полезно, но на каком-то этапе это становится уже вредно.
Соответственно, мы всегда должны понимать, во-первых, нужно ли нам это прямо сейчас, во-вторых, мы должны же понимать, потому что пропаганда бывает как положительная, так и отрицательная. Вот мы с Никитой сегодня занимаемся пропагандой здравого смысла, ну, если так в общем. И в целом деятельность объединения просветительных тоже занимается пропагандой, как-то ни странно, пропагандой научного мировоззрения. И, соответственно, в это, ну, условно говоря, можно верить, как бы это парадоксально не звучало. А если мы говорим про какие-то инструктивные вещи, то там уже как раз для этого и нужно понимать инструменты и специфику пропаганды, чтобы понимать, что это хорошо, это плохо, и вокруг этого можно объединяться, вокруг этого нельзя. Ну, так. Никита еще больше. Да, я хотел добавить именно вот с точки зрения эволюционных теорий, там есть два мнения. Одно довольно известное, это Ричарда Докинза о том, что религия — это просто мем, который так паразитирует на человеческих вот этих когнитивных искажениях. А другая, это с точки зрения группового отбора, есть такой автор Дэвид Слоан Уилсон, который как раз развивает функционализм Дюркгейма, но уже с позиции биологии, вот с его точки зрения как раз сплачивание групп вокруг каких-то идей, верований, практик — это фактор их выживания в истории. Поэтому, да, есть теории, которые говорят о том, что вера — это важная часть именно эволюционного выживания. Именно в рамках межгруппового отбора. Все-таки мы выбираем, что верить в плоскую землю или в здоровый образ жизни, например. Вокруг чего объединяться? Ну да, в современном обществе это проще, потому что оно более атомизировано, и у нас разные, у каждого человека есть набор идентичности, и вокруг какой именно идентичности будет формироваться та или иная группа, есть разные варианты. В каком-нибудь архаическом племени там особенно выбрать. Вот хороший вопрос, кстати, выбираем ли мы верить во что-либо, или просто мы настолько убеждены в правоте какой-то позиции, что даже не рассматриваем вопрос о том, верна она или нет. Я согласна с Никитой, если такое критическое мышление отсутствует, и других картин мира ты не видишь, то мы как бы и выбирать не из чего. Если у нас сейчас есть интернет, есть большое количество сообществ, есть какой-то мозг, который может посмотреть направо, налево, черный, белый, серый, то тогда у нас, скажем, элементов выбора больше. Но, безусловно, он не стопроцентно свободный. Да, поэтому я и говорю, что всегда важно развивать себя, получать новую информацию, анализировать ее, развивать, изучать логику, которая помогает. Логика — это наука мышления, как раз рассказывает о том, как отличить от зерна. Да, безусловно, это так. Приготовилась с вами спорить, когда вот там пропаганда равно реклама стали говорить. А потом подумала, что я маркетолог и занимаюсь такими штуками. Потом решила, что действительно очень много, вот я перебрала в голове таких признаков, и действительно это можно сказать, что одно и то же, хотя и инструменты используются действительно те же. Поэтому я вас прошу просто поделиться своим чек-листом факт-чекинга, если возможно, чтобы мы лучше анализировали. Давайте так. Вкратце, и если просто, первое, это, конечно, сразу, первое, что я делаю, это проверяю вообще источник, где я вижу эту информацию. То есть это либо сайт какого-нибудь информационного агентства, где тоже полно, конечно, они тоже бывают же там какой-то факап и перейти. Да. То есть, как минимум, источник, он никогда не гарантирует ничего. Даже если это говорит какой-то заслуженный человек, они тоже ошибаются. У нас есть нобелевские лауреаты, которые утверждали, что витамин С излечивает чуть ли не рак. Поэтому всегда есть, в первую очередь, источник, потом начинают проверять факты, то есть что он там в этой статье, в этом, условно говоря, информационном объекте есть. То есть... Просто вы сказали, что в какой-то момент я понимаю, что просто глядя на статью есть какие-то Да, вот я говорю, что это первое, это источник, это текст, то есть как он написан, то есть вызывает ли он эмоции. Если он вызывает эмоции, это 99%, почти 100%, что это обязательно какая-нибудь ерунда. Потому что научные статьи, они не вызывают эмоции, они просто делятся информацией. Если это просто какая-то новость, она тоже не вызывает информацию. Эмоции призваны отбить рационально и под вот этим предлогом что-то в голову внести. Потому что если есть эмоции, это почти 100% попытка манипуляции. Даже если это картинка бедного котика, который требует операции, это все равно работает точно так же, и это тоже и надо всегда иметь в виду, что они могут быть осознанно, может неосознанно это делать, но так или иначе это работает одинаково.
И после этого я начинаю там проверять картинки, то есть, например, поиск по картинке может интересные результаты показать, что эта картинка, например, пишет, что вот я вчера сфотографировал, потом смотришь, она там уже 10 лет в интернете ползает. Собственно, цитаты обязательно проверять. В Google и в Яндексе есть инструмент, когда мы в поисковую строку в кавычках вбиваем текст, то он ищет прям 100% совпадения. По этим цитатам очень легко искать именно цитаты. Соответственно, если у нас есть подтверждение, что это действительно цитата кем-то была когда-то произнесена, у нас там плюс, что это менее фейковая новость. Еще инструмент, которым я пользуюсь, это проверка ссылочного взрыва, так называемого. То есть название какой-то новости проверить тоже в поисковике и посмотреть, в какой период времени. Там график можно рисовать, там тоже приводит, что если вы сегодня видите новости или забиваете в Google, и там просто 15 страниц подряд одной и той же новости, а потом вы выставляете, например, срок, например, там, месяц назад, а там ни одной этой новости нет. Или там, то есть это тоже говорит о том, что это был вброс такой новости, он массовый, разовый, а потом спадает. Эта новость либо перепощивают, либо нет. В основном-то это связано, конечно, с текстами. То есть по текстам, в принципе, можно довольно легко понять, пытаются ли вас обмануть. То есть по тексту можно, например, включить какого-нибудь очередного инфо-цыганина от чего-нибудь, когда начинается текст о том, что там надоело зарабатывать 20 тысяч рублей, живя в все, можно дальше не читать. Или там, если мы, опять же, говорим про какие-то политические вещи, там тоже, в принципе, довольно просто по стилистике даже понимать, что является фейком, а что нет. В основном, это источники, это проверка фото, это проверка этой новости на предмет. Еще, если 100% новость, текст был во всех сайтах скопирован, это тоже говорит о том, что эта новость, скорее всего, фейковая, потому что нормальные журналисты, если это действительно событие происходило, то об этом напишут разные люди разными словами. А если об этом пишут одинаково, буквально там копируют друг у друга, это тоже говорит о том, что это фейк. Соответственно, проверка цитат, проверка наличия людей вообще, то есть если там такой-то сказал, надо проверить, вообще существует ли этот человек, и действительно ли он обладает компетенциями в том, о чем он говорит. Или если мы говорим про какие-то вещи, связанные с событиями, и которые происходят на конкретной территории, соответственно, тоже должны проверить, может ли это, то есть было ли это событие так. Или если, например, это текст, который рассказывает о том, что микроволновка чего-то там убивает нас, то мы, соответственно, идем и смотрим характеристики, вообще, что такое микроволновое излучение и так далее. То есть все эти вещи, просто факты вычленять и проверять каждый по отдельности. На это надо время. Перед тем, как этим заниматься, нужно задать себе вопрос, нужно ли мне это, готов ли я потратить весь вечер своего драгоценного времени на то, чтобы проверить, фейковая эта статья или нет. Поэтому да, тут надо. А так, в целом, это основные такие критерии, которые опять же, они не дают стопроцентной гарантии, как я уже показал с историей про бананы. Достаточно четко, по пунктам можно быстро понять эмоциональные краски. На самом деле, это то, что можно быстро сделать. Да, на самом деле такие чек-листы создают многие организации, которые занимаются факт-чекингом, но они в какой-то момент тоже упираются в то, что даже если мы создадим идеальный чек-лист, найдется куча новостей, которые будут соответствовать всему этому, но она будет правдивой. И поэтому они всегда в конце пишут, на самом деле просто будьте умнее, как-то так. То есть, такие вещи. Спасибо. Если вопросов больше нет, благодарю за внимание.